2016 год выдался насыщенным для Осетии спортивными успехами. Без лишней скромности стоит отметить, что к нашим победам в совершенно разных видах спорта мы привыкли. Однако радоваться от этого меньше не стали. Назвать лучшего спортсмена для маленькой Осетии – непростая задача, потому что в плане спортивных достижений мы не такие уж и маленькие. Редакция Осетия News подготовила свою версию лучших осетинских спортсменов уходящего года. На пятом месте нашего рейтинга кикбоксер Тимур Айляров, который в этом году стал обладателем сразу двух чемпионских поясов – мира и Европы. В сентябре Тимур отобрал пояс чемпиона мира по версии ВКФ у чешского спортсмена Иржи Копечны, а в начале декабря он стал чемпионом Европы по версии К1. В Боснии Айларову пришлось провести 3 боя, во втором он сломал руку, но несмотря на это победил в финальном поединке и завоевал свой второй титул за год. Четвертое место мы отдаем человеку-ренессансу. Футбольный вратарь Суслан Джанаев сумел перезапустить свою карьеру после пары провальных сезонов и сделал это в далеко не самой сильной команде страны. Его клуб Ростов стал сенсацией завершившегося в 2016 чемпионата страны, завоевав серебро. К успеху клуба в прямом смысле слова приложил свои руки и осетинский вратарь, пропустивший в 30 матчах чемпионата 20 мячей. Прогресс Суслана не остался незамеченным. Он наконец-то дебютировал за сборную России, а летом и вовсе удостоился приза имени Льва Яшина как лучший вратарь премьер-лиги. Джанаев установил третью в истории российского футбола сухую серию, не пропуская 775 минут, а по итогам сезона вошел в число 10 лучших футболистов страны. На третьем месте человек, чьи победы не удивляют никого, но менее значимыми от этого быть не перестают. Единственная девушка в нашем рейтинге, Ирина Макеева, выиграла в этом году все, что можно было выиграть. Просто перечислим. Чемпионат России по армспорту обеими руками, чемпионат Европы обеими руками, чемпионат мира правой рукой. Помимо этого, Ирина стала обладателем международного турнира Арнольд Классик и была признана лучшей спортсменкой страны по армспорту. Комментарии излишни, остается лишь сожалеть, что армспорта нет в программе Олимпийских игр. На втором месте у нас никого, и сейчас вы поймете почему. Есть 2 человека в этом году, чьи успехи можно назвать выдающимися даже не в масштабах республики и страны, а в мировом масштабе. Итак, на первом месте у нас сразу 2 человека. Олимпийский чемпион по вольной борьбе Суслан Рамонов и чемпион мира по боксу среди профессионалов Мурат Гассиев. Суслан Рамонов подарил республике незабываемые впечатления летом, просто разметав всех соперников на коврах в Рио. В финале он не оставил ни единого шанса обидчику Бесика Кудухова в Лондоне, добавив к своей выдающейся победе красивой истории. Помимо Олимпиады, в этом году Суслан выиграл чемпионат России и престижный международный турнир Гран-при «Александр Медведь». Мурат Гассиев стал первым осетином, добившимся звания чемпиона мира по боксу среди профессионалов. Его успех можно сравнить с первым в истории Осетии олимпийским золотом Суслана Андиева. С тех пор осетинские вольники стали, если не доминировать, то стабильно находиться в числе лучших. Кто знает, быть может, чемпионский пояс Мурата по версии IBF станет похожим толчком для дальнейшего развития бокса в Осетии. Бой с Денисом Лебедевым стал вторым для Мурата в этом году. Весной он в первом раунде отправил в нокаут Джордана Шимеля. Именно после того боя о Мурате заговорили как о явном претенденте на чемпионский пояс. Лебедев явно чуял неладное перед боем и в итоге согласился выставить только один из 2 своих чемпионских поясов. Топ-5 лучших спортсменов Осетии по версии Осетия News подошел к концу. Мы верим, что в следующем году выбор будет еще более тяжелым. С наступающим Новым годом и пока!